Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Форум «Сильные идеи для нового времени» – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который выстраивается на форуме – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Об участии в работе форума нашей республики мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Роза Егорова, региональные и сервисные уполномоченные агентства стратегических инициатив при главе Республики Саха. Роза Семеновна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что же собой представляет специальный трек по Дальнему Востоку, вот как раз в рамках «Сильных идей нового времени»? Хотелось бы вообще начать с того, как форум реализовывался. Мы реализовывали его в 2020 году. На тот момент мы собрали 15 тысяч заявок, да, и было принято решение президентом нашей страны, что данный форум будет носить ежегодный характер. И по динамике, если смотреть, у нас в 2022 году было уже 23 тысячи идей, и в 2024 30 тысяч идей собрали. Наша республика проявила себя в 2024 году. Мы собрали 285 проектов, да, и по динамике роста, и в этом году было принято решение, что проекты от Дальнего Востока будут рассматриваться в таком индивидуальном порядке, так как у нас есть и специфика региона, да, и по климатическим особенностям, и также они будут тиражироваться именно по Дальневосточному федеральному округу. А почему в этом году форум решил уделить так много внимания Дальнему Востоку? Еще раз повторюсь, что учитываются все сейчас стратегические задачи, да, у нас каждый проект, он коррелируется с национальными проектами Российской Федерации, и уникальность его состоит в том, что каждый житель региона, да, и каждый житель Дальнего Востока может подать свою идею. То есть здесь нет никаких ограничений по возрасту, начиная от нашего младшего поколения, да, школьников, студентов и людей старшего поколения с опытом работы, мнения ученых, экспертов в данных областях могут принять активное участие и внести вклад в развитие своего региона. Так как есть необходимость именно такого стратегического планирования в связи с внешней повесткой нашей страны. У нас очень такой, получается, стратегическое сейчас идет комплексное взаимодействие с Китайской Народной Республикой. То есть, все-таки, если мы говорим о Дальнем Востоке, каждый регион за себя. Тут нет такого, что, например, какие-нибудь инициаторы из Якутии объединились с теми, кто им поближе, скажем, Амурской области, и создали совместный проект. Есть такой вариант, да, что это как раз-таки форум направлен на то, чтобы объединить нашу многонациональную страну, создать единство взглядов для того, чтобы каждый житель нашей России имел возможность внести свой вклад в развитие страны, и тем самым, объединив наши усилия, тем более как соседи по Дальневосточному федеральному округу, могли достичь эффективных результатов. Я сама являюсь участником еще в 2020 году, и мы, собственно, по платформе объединения некоммерческих организаций объединились как раз с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. И как результаты? Результаты он сейчас действует, то есть работает платформа внутри ТПП России. А вот сейчас какие типы идей проектов наиболее востребованы для участия? В 2020 году, так как была пандемия, повестка была именно по социальному блоку, то есть национальная социальная инициатива, которая включала в себя и медицинское комплексное, да, развитие, образовательный сектор, и, конечно, немаловажно, это была именно социальная политика в целом по труду и занятости. С каждым годом у нас повестка обновляется. Да. В предыдущие года у нас вышло впереди такой кадровый трек, да, именно по обеспечению специалистов, трудоустройства выпускников. В этом году также внутри дальних треков является это именно развитие городов и предпринимательства. И также, конечно, на повестке дня это национальная технологическая инициатива. Как сейчас настроен процесс отбора проектов из регионов Дальнего Востока? Сейчас вы знаете, что у нас вначале были сроки до 15 мая, да, то есть сейчас решением Организационного комитета принято решение, что сроки продлеваются до 1 июня, и можно принять участие, заявки открыты. Вы загружаете свою идею на платформе Росконгресса, идея roskoнгресс.рф,
И там все очень просто, по шаблону заполняем и уже получаем обратную связь от федеральных экспертов. Мгм. То есть этапы такие: подали заявку, процесс отбора, защищают проекты в каком-нибудь очном дистанционном Да. формате? В этом году у нас нету топ-1000, у нас есть топ-100 и топ-10, которые мы уже представим на очном площадке форума, который будет проходить в Москве 15 июля. И это уникальная возможность поделиться своими идеями и проектами с президентом, с Владимиром Путиным. Если мы говорим о социально-экономическом развитии нашего региона, то как вот проекты, которые войдут в топ, помогут в этом деле? Ну, во-первых, они сразу будут услышаны первым лицом государства. Далее это федеральная, конечно, поддержка, сопровождение агентства стратегических инициатив. У агентства стратегических инициатив есть свое представительство по Дальнему Восточному федеральному округу. Мы сейчас все ждем на следующей неделе приезд представителя Ольги Сергеевны Курилову. И думаю, что здесь будет работа усилена по данному направлению, потому что они будут сразу взяты на контроль по исполнению и реализации эти проекты. И, конечно, это огромная площадка возможности найти инвесторов в свой проект. В частности, я бы хотела здесь упомянуть «Сделано в России». Сейчас проходит торгово-экономическая ярмарка в Харбине. Наши 4 бренда принимают уже активное участие. И вчера вот по первому часу работы блогера Дань-Дань с многомиллионной, 150 миллионов подписчиков у данного блогера. В прямом эфире проходила эта ярмарка, и они собрали 150 миллионов рублей, 14 миллионов юаней. За 6 часов работы они собрали 1 миллиард рублей. То есть это огромная возможность выйти не только на внутренний российский рынок, но и представить свой бренд, свою идею на международном уровне. Ну и плюс, наверное, здесь для нас открывается такая возможность, как блогеры, которые уже по полному праву считаются лидерами общественных мнений, соответственно, с ними можно вступать в коллаборации. Все верно, да. И я, конечно, буду очень рада видеть, я думаю, вся республика, если наши известные медийные личности, наши блогеры и наши юные блогеры, да, тоже примут активное участие и примут не только просто как участники, это возможность и принять участие в очном формате, познакомиться с такими же единомышленниками, с которыми, допустим, тебя объединяет твоя идея. Какие, пожалуй, главные ожидаемые результаты от лучших дальневосточных инициатив? Ну, мы сейчас ведем работу совместно с правительством. У нас данное поручение стоит на контроле главы республики Александра Сергеевича Николаева по активному участию каждого жителя, тем более от наших отдаленных наследников и районов, так как у нас приоритетным направлением в этом году будет рассмотрено развитие сел, комплексное развитие сел, наследников Российской Федерации. И здесь каждое ведомство ведет отбор по своему направлению. Да? То есть вы уже получаете внутрирегиональную поддержку со стороны профильных министерств к той или иной идее, к которой ваши относятся. И здесь, конечно, мы хотели бы стать лидерами по Дальнему Востоку, войти в топ-3. В том году у нас лидерами вырвалась Республика Башкирия. Вот. И мы, конечно, ставим себе амбициозную задачу собрать активное количество идей и заявить о себе в топ-10. И, конечно, мы ставим себе задачу войти в топ-100. Каждого участника республика поддержит и сопроводит на данное мероприятие. Ну, ведь понятно, что проект, самое главное, как подать. И вот бывают же такие случаи, что проект сам по себе сильный, но подали его как-то не так, или следует его доработать. И вот в следующем году он действительно показывает высокие результаты. Такое было? В том числе, но у вас на платформе остается ваш цифровой след. Например, если вы участвуете с 2020 года, там сохраняются все ваши активности. Конечно, вы являетесь уже таким активным участником. Это тоже премируется, их отмечают, да, что вот ежегодно данные авторы принимают активное участие. И в любом случае любая идея, она аккумулируется в одну большую масштабную идею для изменения лучших результатов качества жизни людей. Но здесь стоит еще необходимо подчеркнуть, ведь каждая идея, она уникальна. Да? И мы здесь не только для участия, но и для
в первую очередь для результата данной идеи, но в России стоит отметить, не только оформление проекта играет маловажную роль. Если вы зайдете на эту платформу, мы не требуем там красивого оформления, не требуется сразу там экономическое обоснование вашего проекта. Здесь больше ключевое, на что направлено и какой будет эффект для жителей вашего региона или страны. Где жители Якутии могут подать заявку и рассказать о проекте, вот, который они грели какое-то время? На платформе идея roskoнгресс.рф они могут загрузить свою идею, потом уже идет обратная связь от федеральных экспертов. От нашей республики мы собрали 80 экспертов, но они будут экспертировать проекты, которые не относятся к нашему региону. То есть это уникальная возможность услышать другой взгляд, другое мнение не жителей вашего региона. И у вас есть сейчас возможность обратиться к участникам программы, которые ей уже стали отправить заявку, или те, которые только думают над этим? Да, все верно. И мы сейчас встречаемся с каждым ведомством по генерации идей. Да, у нас была стратегическая сессия вместе с студентами Северо-Восточного федерального университета, где ребята тоже поделились своим проектом, который они планируют. И там же мы приглашали участников, которые уже принимали участие. Небезызвестный вам, наверное, это «Экстра Синема», да, «Скиллометр». То есть они на слуху, и ребята тоже поделились опытом. Ну что ж, Роза Семеновна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, Спасибо. поделились такой интересной информацией. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо большое. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.